кто споет. Subhadranina? Dorangera dutirpana. Oh, maybe microphone because we don't need it. Short or... Oh, come closer.
Божественная любовь незаметно прийти к тому, кто повторяет святые имена Гаурана. Видя такого человека, я восклицаю: Боли Хари, чудесно, замечательно. Если кто-то воспевает качество Гаурана, со слезами на глазах ему открывается Нитья Юга, Шри-Радхи Кришна, ибо такой преданный достоин обрести бхакти. Тому, кто понимает, что все ближайшие спутники Гауранги, Нитья Ситхи, вечно освобожденные души, открывается доступ к духовной обители Враджендра Сутри. А тот, кто сознает, что земля Шри Гауда Мандала, Шри Навадвипа состоит из духовного волшебного камня Чинтамани, является истинным обитателем Раджа-Пури, Шри Вриндавана. Гаура Према, океан расы. Любой, кто глубоко нырнув, погружается в этот океан, становится приближенным Шри Радхи и Мадхава. Если кто-то восклицает: «О, Гаурана, будь живущий дома семьянин или лесной отшельник, народ Амадас молится, чтобы вступать в его общество». So we started to study the manifestation of that mercy of that Sri Gauranga. Мы начали изучать проявление этой милости Шри Гауранги, Madhurya Kadamba. Мадхури Кадамбини. His mercy like a big bank of clouds. Милость подобна длинной груди облаков, Extinguishing the fire of material existence. которая душит пожар материального существования And giving life again to bhakti. и вновь оживляет бхакти. Remember? Помните? Like after the rainy season, Как после сезона дождей monsoon coming, наступает and месяц all the rivers засухи, become full again. как после сезона засухи наступает сезон дождей, и снова все реки наполняются. And then little shoots of grass appear everywhere. И повсюду появляется трава. So our heart is like a dry field. Наше сердце подобно сухому полю. With the mercy of Mahaprabhu, the plant of bhakti can manifest. Но когда проявляется милость Махапрабху, наше растение бхакти может прорасти. Yesterday we saw, Вчера мы, before this, позавчера, how Maya is covering us in 5 different ways. мы видели, как Майя 5 способами покрывает нас. Avidya, Asmita, Raga, Tvesha, Abhinivesha. And we saw that bhakti is taking away all those clash, all those И мы sources of видели, suffering, что бхакти устраняет все эти клеши, источники страданий, and bringing auspiciousness in our life. и приносит все благоприятное в нашу жизнь. So what is bhakti? Что такое бхакти? The very life of bhakti is to endeavor to give pleasure to Krishna Сама instead of ourselves. жизнь бхакти — это прилагать усилия, чтобы порадовать Кришну, а не нас. When we came in this world, you know, we have undergone viparyaya smriti, reverse of our psychology. Когда мы пришли в этот мир у нас поменялась психология. Instead of serving Krishna, we have turned and to serve ourselves. Вместо служения Кришне все стало наоборот, и мы начали служить себе. Instead of wanting to love Him and serve Him, now we want to be loved and to be served. Вместо желания любить Его и служить Ему,
Мы хотим, чтобы нас любили и нам служили. Everyone wants to listen sweet words of Все love. хотят слышать сладостные слова любви. Oh, Mili, my darago, Ty moją służonka, Solnyszka, and others. Everyone wants to listen to those sweet words. Все хотят слышать эти сладкие слова. Darago, daragaya, Mili, my little heart, my little son. Мое солнышко, мое сердце. Everyone wants to listen to those words. Все хотят слышать эти слова. And it sounds natural. Это звучит естественно. Where is the problem? В чем проблема? Maharaj. Махарадж, о чем вы говорите? Yes. We are caught in that big net of illusion. Да, мы пойманы в эту огромную сеть иллюзий. So bhakti means trying to give to Krishna all love and service. Бхакти значит пытаться дать Кришне всю любовь и все служение. Krishna is the ultimate object of love. Кришна — это конечный объект любви. And really is the only object of love. И на самом деле он единственный объект любви. He alone can fully reciprocate our feelings. Он один может в полноте отвечать взаимности на наши чувства. Everyone else can only partially reciprocate. Все остальные могут только частично ответить взаимностью. We enter a relationship and we expect everything from the other unconsciously. Мы вступаем в отношения и всего ожидаем от партнера, неосознанно. The baby in us, the child in us, the teenager in us, the adult in us, all of these, they all want. Ребенок в нас, подросток в нас, взрослые, все этого хотят неосознанно. But the other person Но другая is личность expecting the same thing from us. ожидает того же самого от нас. Therefore, we cannot Поэтому have everything we expect. мы не можем обрести все то, чего мы ожидаем. But Krishna can fully reciprocate. Но Кришна может полностью ответить We взаимностью. can give to him all our amorous feelings. Мы можем посвятить Ему все наши страстные чувства, And he can fully а reciprocate Он может полностью ответить на beyond них our wildest dreams. за грани наших самых диких He мечтаний. is that person. Он такая личность. He is the one. Он единственный такой. Like this, we were singing this like now. Кто-то пел: You are the one. ты единственный, или я единственный. He is the one. Нет, Он The единственный, real one. подлинный. So, what is the Krishna conception of married life? И какая же концепция Кришны в семейной жизни? Oh, walking hand in hand towards the beloved. Идти рука об руку к возлюбленному. No, like we are companions on that road. Как мы компаньоны на этой дороге. Of course, very close companions. Конечно, Because man, woman, очень natural близкие, attachment. потому что мужчины и женщины естественная привязанность. Even if we don't want, no. Даже если мы не хотим, Sexual polarity makes strong attachment. сексуальная полярность создает сильную But привязанность. the idea that we're walking Но идея в том, что towards the darling, мы идем к дорогому. he is the darling. Он дорогой. We're thinking she or he is, Мы думаем, что он или она дорогие, he is the darling. но он. And we're walking like very И close мы friends, идем как очень близкие друзья к нему, trying to help and assist each other like that. пытаясь помочь друг другу. And of course, no, there must be what we call the share of the fire. И, конечно, должно быть то, что мы называем доля пожара. Get married. Доля пожара. Otherwise, you don't get married. А иначе вы не женитесь. What means a share of the fire? Что же значит эта часть пожара? When there is a fire in the forest, Когда лес горит, the fire brigade, they know. пожарные знают, Oh, before we stop the fire, прежде чем мы потушим огонь, it will have eaten so many hectares. он уже охватит очень много гектаров. So they're not trying to save that. Поэтому вот эту часть гектаров они не пытаются That's the спасти. share of the fire. Это часть огня. They go ahead and they make a clearing. Это доля огня. Они уходят вперед и там начинают тушить огонь. The fire should not cross that and go and eat more. Огню не нужно пересечь определенную линию и сжечь больше. In married life, we Поэтому marry because there's strong в attachment. семейной жизни мы женимся, потому что есть сильная привязанность. Okay, so we have to admit there will be a share of the fire. Нам нужно признать, что будет определенная доля огня. Но какое оно будет, That should be discussed between это the two. нужно обсудить обоим. No. But we cannot expect, oh no, Но мы не можем we ожидать. are married but we are brahmachari. Мы женаты, но мы брахмачари. And you don't get married. Тогда вы не женитесь. There'll be some maya, there'll be some, Будет какая-то майя. there'll be
There'll be some share of fire. Будет какая-то доля огня. But we try to make it minimum. Но мы стараемся ее минимизировать. Big, Не forest так, fire. чтобы был огромный лесной пожар, Cannot control it. что им невозможно будет совладать, он просто пожрет нас. That's why we have those guidelines. Поэтому у нас есть эти руководящие So принципы, many, indication, do like очень много указаний, делать так, не делать иначе. Then we can go through our devotional practices. Так мы можем практиковать преданное служение. So yesterday we spoke of Shraddha. Вчера мы говорили о Шрадхе, вере. Now, Shraddha is the root cause for the eligibility for Shuddha Bhakti. Шрадха – это основная причина способности начать бхакти. No, the adhikar, Удхикара, no, faith. вера. Faith in the word of the scripture is called Shraddha, according to Jiva Goswami. Согласно Дживе Госвами, Шрадха называется вера в Писание. And Bhaktivinoda Thakur specifies. И Бхактивинода Такур уточняет. Shraddha means faith in a shastric injunction. Шрадха значит вера в предписание, в указание Писания. But included in this feeling exists another sentiment. Included in that feeling is another sentiment included. Но в это определение также включено еще другое. It is called taste. Другое чувство, оно называется вкус. In other words, it's not just Shraddha. Yes, what the Shastra says. Иными словами, не только Шрадха, то, что говорят шастры, я принимаю. It is called Ruchira Shraddha. Shraddha with a little Это taste. называется Ручира Шрадха. Шрадха с небольшим вкусом. That taste is a mercy of Bhakti Devi. И этот вкус милость Бхакти Деви. When she sees that, oh Когда она no, we are видит, awakening to our eternal function, что теперь вы пробудились к вашей вечной функции, then she gives a little mercy, little taste. она дает немного милости, небольшой вкус. Oh, Krishna Bhakti, О, Кришна Бхакти, very tasty. очень вкусно. Oh, I will do more. Я буду больше практиковать. Вот так. So it's not just faith. Это не Yes, просто вера. it makes sense. Да, это имеет смысл. Some taste is given with it. Какой-то вкус дается с этим. So this Shraddha and Bhakti Lata Beach, it is the same. Это Шрадха и Бхакти Лата Биджи одинаковые. So as soon as we take initiation, then begins what is called bhajana kriya, activities of devotion. Когда мы принимаем посвящение, начинается баджана крия, то есть деятельность в преданном служении. Ado Shraddha, at the beginning faith. В начале вера, Tata sadhu samya, then association with devotees and sadhus. затем общение с преданными и святыми. Then when the faith becomes a little stronger, Когда вера становится покрепче, oh, now I think I should take initiation. я думаю, теперь мне нужно принять посвящение. Take initiation, Поэтому мы принимаем посвящение. and then begins bhajana kriya. Now we do bhajan. И затем начинается баджана крия. Теперь мы совершаем баджан. If in a previous life we have already practiced, И если в прошлых жизнях мы уже практиковали, then in this life very quickly our bhajan will become nishta bhajan. тогда в этой жизни Very steady, очень firm, быстро наш баджан станет очень without стабильным, oscillation of the mind. постоянным, без блуждания ума. And if we have not А если нет, already practiced bhakti in a previous birth, if we have not, если мы не практиковали бхакти в предыдущих жизнях, then our bhakti will be called anishtita bhajana kriya. тогда наша бхакти будет называться аништита баджана This крия. is the case for most people. И обычно именно так у большинства людей. So in this little book, В этой небольшой книжке Vishwanath Chakravarti Thakur has very specifically described what is this anishtita bhajana kriya made of. Вишванат Чакраварти Такур подробно расписал, из чего состоит эта аништита баджана крия. So it's giving a list of stages Он перечисляет этапы, with a particular mood or mentality that we have in psychology. какое у нас настроение, психология на этих этапах. So it goes through 6 different stages. Это проходит 6 различных этапов. This is the progression of unsteady devotional service. Такова прогрессия неустойчивого преданного служения. So beginning is utsamaya, Начало – это уцахамаи, early zeal, early enthusiasm. ранний энтузиазм. Gurudev was given the example. Гурудев приводил пример. A little Brahmin boy goes to the school for the first time. Юный мальчик Браман приходит в школу в первый раз. So he has a nice little nose.
bag У and него свой хороший портфель, nice pants and everything. хорошие ручки, все остальное, And they принадлежности, see you and все новое. the mother takes him to the И мама teacher приводит его к учителю. and the teacher is teaching. Учитель обучает. And the boy is doing. И мальчик тоже изучает. And teacher says, very good. Учитель хвалит. Очень хорошо, хорошая отметка. Хорошо, мальчик. So he comes back to his Он home. возвращается домой. Mommy, I know Мама, how to write. я знаю, как писать. Very enthusiastic. Полон энтузиазма. He only know how to write Он ABV. знает только, как АБВ написать. But in his early enthusiasm. Но этот ранний энтузиазм, о, я знаю. So in beginning also of И Bhakti, в начале Бхакти также we see мы new видим devotees very новые enthusiastic. преданные, полны энтузиазма. And then they want to follow И everything они хотят perfect. всему совершенно следовать. You teach them everything. Вы обучаете их всему, And after a few months, но через несколько they месяцев come and tell you, you они know, Prabhu, приходят и говорят, а вы знаете, Прабху? we used to call it the pure devotee complex in ISKCON. Мы знали, мы называли это в Исконе комплекс чистого преданного. Sounds familiar to some? Звучит знакомо кому-то. So we see, and Мы we видим, tolerate, и мы because это терпим, so much enthusiasm. потому что много энтузиазма. No, we had one like that in Ufa. У нас один такой в Уфе есть. No, it is called, puffed up with juvenile enthusiasm. Puffed up, like proud with juvenile enthusiasm. Он гордится этим начинающим энтузиазмом. Мы это так называем. No, finally he has come to Bhakti. Наконец-то он пришел в And he Бхакти understands the и philosophy. понимает And he философию. wants to teach И everyone. хочет всех научить. No, and he's preaching И проповедует. even to the senior Даже devotees. старшим преданным. Oh, Prabhu, why are you not doing Прабху, that? почему вы так не Oh, делаете? Prabhu, I have heard Rupa Прабху, Goswami я say. слышала, Рупа Госвами говорит. And then why they are not А doing? почему они не делают так? So this is early stage, like Это такой ранний этап. a Brahmin child has been begun to study the scriptures since he has immediately become a scholar. И ребенок Брахман только начал изучать Писание и сразу же стал ученым. Now worthy of everyone's praise. И он достоин того, чтобы все его хвалили. Similarly, Таким же a образом, person just beginning devotional service, человек, который только начинает преданное служение, he may have the audacity to think he has mastered everything. The pride. он может гордиться и думать тем, что он все знает. He's so proud, he thinks, okay, I've understood everything. Он так гордится и думает, окей, я все понял. And then he has difficulty. He's audacious. Dierski. Odważny. Odważny. He has this, he dares. Он осмеливается говорить. No, I've understood the philosophy. Теперь я понял всю философию. You should listen to me. Вам нужно слушать меня. And he wants to give class all the time. Он хочет все время рассказывать He лекции. doesn't understand why the senior devotees are not И он appreciated. не понимает, почему старшие преданные этого не оценивают. We appreciate his enthusiasm, Мы ценим этот энтузиазм. but we would like him to put his Но nose down, нам бы хотелось, чтобы он пустил свой нос. not keep his nose Не up. держал его так высоко. But because No. everyone goes through that, Для того, чтобы все через это проходят, then no, we tolerate. мы терпим. Then, this is Затем, called, first one is called Utsamai. этот первый этап называется Уцахамай. Уцаха значит энтузиазм. То есть он переполнен энтузиазмом и какой-то гордостью. And then it is called Ghana Tarala. Следующий называется Гана Тарала. Ghana means thick and Tarala means thin. Гана значит тонкий, Тарал значит So узкий, after the beginning толстый. phase, after the first chagam, first phase, then one is going through that second stage. После первого шага веры человек проходит через этот Sometimes very этап. enthusiastic to Иногда он follow полон everything, энтузиазма всему следовать, and sometimes а иногда not so inspired. не так вдохновлен. He gets up in the morning, Он встает рано he утром doesn't know и why. не знает зачем. Today is not feeling inspired to Не chant. чувствует вдохновения, чтобы повторять святое имя. He gets discouraged. Он теряет вдохновение. Just like the small boy, he goes in the Так school, маленький мальчик, он идет в школу вначале, and then the очень kid, интересно. because he's a child, he's a little Из-за restless. того, что он ребенок, он немного беспокоен, Teacher says, и учитель ругает, maybe pull his ear. может тянет его за ухо. Then his enthusiasm goes Тогда down. его энтузиазм понижается. And again, oh, И yes. снова, And
up and down like this. И так вот вверх и вниз. So this is called Ganatara. Это называется Ганатарова. Sometimes due to lack of taste or lack of knowledge, one becomes inspired. Иногда из-за нехватки вкуса или вдохновения, то есть из-за нехватки вкуса или знания человек не очень вдохновлен. So this way, the same way, a new devotee. Таким образом, новый преданный He will sometimes practice with great enthusiasm different forms of bhakti. Будет практиковать с большим энтузиазмом различные составляющие бхакти, а иногда он будет безразличен. Ну, сегодня. Каждый день он рано встает. 3:15, потому что он хочет повторить свои 16 кругов до начала Мангаларати. 2:45. Встает холодный душ. В 4:30 в Мангаларати он повторил все свои круги. На следующий день. Вставай. Сколько времени? 5 часов. Еще чуть-чуть посплю. Иногда полный энтузиазма. Иногда нет. Тот, кто был в Исконе, жили в Ашраме, они помнят либо себя, либо других. Сейчас у большинства людей нет возможности жить в храме. Большинство людей живут у себя дома, с семьей, или учатся, или что угодно. Но когда вы живете в храме, у вас есть эти правила. Это очень хорошо для ума. Очень важно, когда все так выстроено. Это успокаивает ум. По природе ум очень неспокоен. Но если вот так регулировать, он будет спокойней. Например, когда мы едем в Индию и живем в храме, каждое утро программа. Таким образом он привыкает к этому и успокаивается. Плюс влияние святого места, как Вриндаван. Влияние святых людей, как Мадхусудана Махарадж или Кришна Триединя. Где тогда ум? Какая майя там в Индии? Может, вы лишний стаканчик ласси выпьете, потому что слишком жарко? Или, может, в разные сладости в магазине попробуете. Потому что здесь, может, одна или две сладости в тарелке. Но в Индии там магазины, в которых полно сладостей. Поэтому вначале гулаб-джамун столько, сколько вы хотите. Все. Пробовали расмалай? Зря живете. Тот, кто их не пробовал, не знает, что такое хорошо. Расагулы, которые проварили в молоке, шафраном и немного миндаля. И сладкие, но не слишком сладкие. А в магазине столько, сколько хотите. Это будет майя в Индии. А иначе ум, можно видеть его, поймать его. Это преимущество жить в храме, постоянно практиковать. Потому что ум успокаивается. Затем в Юдха-викалпа приходит большой вопрос.
ум мечется между отречением и привязанностями. Мне просто счастливо жить в семейной жизни всю оставшуюся жизнь. Пусть моя жена и дети тоже обитают в сознании Кришны. Я буду счастливо поклоняться своим семейным божествам, своим божествам дома. Или мне просто все бросить, отправиться в Вриндаван. Я поеду в храм и там достигну совершенства. Там все время я могу слушать и воспевать, не буду отвлекаться. Или мне подождать до последнего ашрама, после того, как я понаслаждался всем в этом мире. И наконец-то я понял, что этот мир иллюзия, что это лесной пожар, в котором полно страданий. Или лучше отречься прямо сейчас. И он размышляет о разных стихах. 3-я песня Бхагаватам, Капиладев говорит. Общение с женщинами – это путь к смерти. Это как сухой колодец, который покрыт травой. Если вы туда упадете, никто вам не поможет. А Бхарата Махарадж очень молодой. Он оставил все свои привязанности без всяких сложностей. Прекрасная жена, очень смиренный сын, преданные друзья, огромная империя. Все, чем только может пожелать сердце. Он бросил это подобно тому, как вы оставляете отхожее место. Мне нужно, как он бросит семейную жизнь. Или мне нужно подождать, пока я не стану старше, не пройду все уклады жизни. Может, это и неправильно так сразу отрекаться. Может, мне нужно подождать, пока мои старые родители уйдут, и у меня больше не будет ответственности по отношению к ним. Да. Если оставить семейную жизнь слишком быстро, тогда ум постоянно будет думать об этом. И есть один стих Бхагаватам. Не удовлетворен, всегда думает о членах своей семьи. Он умирает и погружается в тьму невежества. Да, я вижу, что у меня нет этой силы отречения. Я буду просто работать. Очень просто. Позже, когда я удовлетворю все свои желания, я отправлюсь в Вриндаван. И там 24 часа я буду заниматься служением. После всего этого Писания говорят, знания и отречения не приносят блага в практике бхакти. Ну, конечно. С другой стороны, говорится, что эту материальную жизнь нужно бросить. Но все пандавы были женаты. И Гопи тоже замужем. И большинство учеников Махапрабху тоже были женаты. Да, но он всегда говорил, что нужно оставить все привязанности. И у него были такие сильные саньяси, Сваруб Дамодар Госвами, он тоже был саньяси. Да, но с другой стороны, семейная жизнь – это тюрьма только для тех, кто привязан к ней. Если вы не привязаны, просто практикуете. Такур Бхактивинод говорит, что это безопасный ашрам, в котором можно находиться. В Кали-югу лучше быть женатым, чем так называемым брахмачари. Так мне остаться дома и как Амбариша Махарадж заниматься преданным служением, занять весь свой ум и все чувства
Yes, I will do like this. Да, буду так. Yes, but Да, но Gurudev was always trying to catch some people for renunciation. Гурудев всегда ловил людей для отречения. I heard the last time he went to America. Я слышал, когда он последний раз ездил в Америку. I could not convince one man to put on saffron. Он говорил, что я не могу ни одного человека, ни одного молодого человека говорить одеть шафран. Что это такое? Почему они так привязаны? Yes, but Да, но I don't think I'm ready. я не думаю, что я готов. I think I will go step by Я step. думаю, я буду идти шаг за шагом через все ашрамы. That's better. Да, я думаю, это лучше. I'll concentrate on chanting. Я буду сконцентрируюсь на I'll study the scriptures. повторении Святого Имени и буду очень внимательно изучать Писание. And this way the mind is going Таким образом ум one side мечется to another. с одной стороны на другую. And during that time, you're not concentrating on your И в practice. это время вы не сфокусированы на своей практике. You are very much on the mental platform. Вы находитесь на умственной платформе Give очень. up now, wait, Бросить, подождать, взвесить, see the pros and cons of both. сверить все за и против обеих сторон. This is called Vyuda Это Vikalpa. называется Вьюда Викальпа. Vacillating between resolutions about and doubts. Your mind is not steady, it's vacillating. Ум непостоянен, он мечется. Between doubts and considering different options. Между сомнениями и рассматривая различные мнения. It's not in the book. And the result is that you are slack in your practice. Slackness. Slackness in spiritual practice. Slackness means you're not intensely practicing. Slackness, slabit, stichat, oslabnut, oslabyat, zamyat. В итоге вы слабеете в вашей духовной практике. Then Vishaya Sangha. Затем Вишая Сангара. Seeing that material enjoyment is carrying him away. Материальные наслаждения утягивают. And it's an obstacle in his steadiness to serve. И это они являются препятствием в устойчивом служении. Преданно решает. Okay, I'll give up all material activity. Я оставлю всю материальную деятельность. I'll renounce all my sense enjoyment addictions. И оставлю все мои пристрастия к чувственным наслаждениям. No more sense gratification. Не буду больше наслаждать чувством. Не буду заниматься незаконным сексом. Не буду принимать интоксикацию, ничего. Очень строго. Я найду прибежище в Святом Имени. Но his attempts at renunciation end up into enjoying what he wanted to renounce. Но очень часто его попытки отречься заканчиваются тем, что он наслаждается тем, от чего хотел отречься. In the 11th canto of Bhagavatam, в 11-й песне Бхагаватам there is this verse describing this stage. Есть стих, который описывает этот этап. Having awakened faith in Harikatha and Krishna Bhakti, my devotee is disgusted with material activity. Пробудив веру к Харикатхе, слушание повествований, моему преданному становится отвратительным чувственным наслаждением. He knows that sense gratification ultimately leads to misery. Он знает, что чувственные наслаждения в конечном итоге приведут его к He страданиям. understands along with pleasure there's always some pain. Он понимает, что вместе с наслаждениями всегда идет боль. You can't have the pleasure without it. Невозможно понаслаждаться без страданий. But still, although he's trying to give up, Но все же, несмотря на то, что он старается их бросить, sometimes he's unable to renounce his material activity. иногда он не может оставить свою материальную деятельность. Also, he's condemning sense pleasure. И несмотря на то, что он убежден, He preaches it. что чувственные наслаждения не так хороши, он проповедует об этом. Still, sometimes he's unable to defeat, to control his mind. Все же иногда он не может совладать с умом. And sometimes he again engages in sense enjoyment. И иногда он снова предается чувственным наслаждениям. But he should not become morose. Но ему не нужно печалиться. He should regret, my mind again got me into trouble. Ему нужно сокрушаться, что снова из-за моего ума я попал в He неприятности. should keep on,
Ему нужно продолжать поклоняться мне с верой и твердой убежденностью, пытаться развить высший вкус. So this is due to past habits, this ongoing battle against sense enjoyment. Из-за прошлых привычек у него продолжается это сражение с чувственными наслаждениями. Sometimes, in the battle against Maya, he meets victory. Sometimes he is defeated. Иногда в сражении с Майей он одерживает верх, а иногда он проигрывает. So this is called Vishaya Samgara. Это называется Struggle against sense pleasure. Вишая Самгара, борьба с чувственными наслаждениями. Senses don't really gratify. Он знает, что чувство не удовлетворить. But because of past habit, sometimes again it goes into. Но иногда из-за прошлых привычек снова он под это попадает. Even though he's already initiated devotee, Несмотря на то, что у него же есть посвящение, he's following the four и principles. он следует 4 принципам, But sometimes he may have a weakness. иногда он может проявить слабость. This is like occasional fall down. Как случайное падение. Like in married life, for Как, instance, например, в семейной жизни. we have very strict У regulations нас очень строгие so правила, that the forest fire doesn't become too big and devour us. чтобы лесной пожар не стал слишком огромным и не поглотил нас. So it is recommended. Поэтому A рекомендуется very limited sense gratification. очень ограничить свои чувственные наслаждения. Basically means lead Что control one's sex в основном значит совладать со своей половой жизнью, because this is like the greatest attachment. потому что это самая большая привязанность. So devotees, they try to follow very strictly. Поэтому преданные стараются следовать очень строго. Sometimes they sleep in separate rooms Иногда они спят в разных комнатах, to avoid the чтобы избежать проблем. But then the husband goes to kiss goodnight to his wife. Но муж подходит к жене, чтобы ее поцеловать и пожелать спокойной ночи. And then he trips on the carpet. Но он подскользнулся на коврике. And in the morning he wakes up. И утром просыпается. My mind again got. Он снова поймал меня. Just wanted to kiss her goodnight. Он просто хотел поцеловать и пожелать спокойной ночи. But Но slipped on the carpet. подскользнулся на коврике And fell on the bed. и упал в кровать. Что же поделать? And she, oh my God. Она, о мой дорогой. So this is called Vishaya Sangha. Это называется Вишая Самгара. Fighting against sense gratification. Борьба с чувственными наслаждениями. Sometimes being defeated, Иногда sometimes victorious. он побеждает, а иногда проигрывает. Now, by aparadha, one made lower is adhikar. Совершив аппаратху, оскорбление, человек может понизить свою адхикару, No, but not by sinful activity. но не греховной деятельностью. Sense gratification is considered sinful activity, Чувственное наслаждение считается греховной деятельностью, especially outside of marriage. особенно если вне семейной It's жизни. like stealing diamonds. Это подобно похищению бриллиантов. In marriage, Prabhupada says like stealing cucumbers. Прабхупада говорил, что в семейной жизни это как красть огурцы. It is stealing, Это кража, but stealing diamond and cucumbers is different. но воровать бриллианты и огурцы это разное. So, the occasional fall down of a household, Случайное падение семьянина, who is trying to control his mind and senses, который пытается совладать с умом и he чувствами, has weaknesses. но у него есть He слабости, has у difficulties. него есть сложности. No, this is Vishaya. Это Вишая Самгара. And one should not know, although it is sinful activity, if one is not performing it with the idea of, oh, I'll just chant Hare Krishna and everything will be clean, then it's not considered making you adhikar low. Но если человек совершает греховную деятельность, но при этом не думает, что если я буду повторять Харе Кришну, то все очистится, то это не считается падением. So the mind, Gurudev says, the mind of a person who is beginning bhajan, is still running after sense objects. Гурдев говорит, что ум преданного, который только начинает совершать баджан, преданное служение, он все еще стремится к чувственным наслаждениям. And this is not unnatural, because И это everyone естественно, потому что has a natural tendency for this from time immemorial in this world. у каждого есть естественная склонность к этому в этом мире с незапамятных времен. Therefore, especially for householders, Поэтому в особенности у домохозяев to have sadhu sangha as much as possible. им нужно как можно больше садхусанги. It is curbing down
tendency for sense gratification. И это понижает склонность к чувственным наслаждениям. Also in household life, it is recommended to worship deities. Также в семейной жизни рекомендуется поклоняться божествам. If every day one is touching the body of deities, then the tendency to want to touch the body of the opposite sex is diminished. Если каждый день касаться тела божества, тогда склонность касаться тела противоположного пола уменьшается. Prabhupada was strongly encouraging. Прабхупада строго вдохновлял. And even those who didn't live in the temple, даже те, кто не жили в храмах, they should perform some personal service to the deity. им нужно также совершать какое-то личное служение божествам. Like in India, this is a system. Например, в Индии такова система. This person, his duty every day to bring some water from the Jamuna for the deity. Допустим, у кого-то человека служением было каждый день приносить воду с Ямуны для божества. So he knows, okay, он знал, every morning, каждое утро мне нужно рано отправляться на реку Ямуна, чтобы принести воду для божеств. So that is in his mind, that is my seva. В уме он знает, это моя сева, это есть у него в уме, у меня есть личное служение божествам. Поэтому божества для домохозяев очень хорошо. Каждый день вы поклоняетесь им, омываете, массируете их стопы или умощаете тело маслом. Когда вы массируете тело Господа, это уменьшает желание касаться тела жены. Это естественно. Затем следующий этап. Ниямакшама. Теперь преданный принимает решение. С сегодняшнего дня я буду повторять 62 круга. И буду кланяться каждому преданному, которого увижу. И каждый день буду учить по стиху. Каждый день читать по главе Бхагавад-гиты. Какое-то время он этому следует. Но потом он не может следовать тому, чему он сам себе навязал. И эта неспособность следовать обетам, которые вы сами себе навязываете, называется ниямакшама. Ниям значит правило. Кшама значит не может соблюдать. Другое. Иногда он не может полностью совладать со своими чувствами. И снова он попадает в чувственное наслаждение. Он уже прошел этот этап. Но он не всегда может следовать тому, на что решился. Несмотря на то, что он каждый день принимает решение, да, я буду следовать. Несколько дней он может это делать, но потом больше нет. Затем Тарангарангини. Это значит... Taranga means little waves. Таранга значит небольшие волны. And ranga means pleasure. Аранга значит радость, наслаждение. So the very nature of bhakti is very attractive. Бхакти по своей природе очень притягательна. So many people are attracted to a devotee because he's practicing bhakti. Поэтому многие люди привлекаются к преданным, потому что они практикуют бхакти. Gurudev used to say, at this stage, money, so much donations. Гурудев говорил, на этом этапе очень много пожертвований, деньги, приходят компьютеры, ученики, много девушек. О, Махарадж, у меня есть вопрос. Могу я лично спросить вас? Постоянно приходит. Это этот этап Тарангарангини. The old proverb says, by the public's attraction, then one becomes wealthy. When people are attracted, then they give you all kind of things. Старая пословица говорит, когда вами кто-то привлекается, они хотят вам много чего дать. So bhakti produces much opportunity for this. И бхакти предлагает очень много способностей, возможностей для этого. Puja, pratishta, material gain, worship, position. Материальное приобретение, поклонение, положение. These are like weeds around the creeper of bhakti. Но это подобно сорнякам вокруг дерева бхакти. You
Те, у кого есть сад, знают, когда вы поливаете овощи, цветы, прорастает очень много других растений. Эй, тебя я не садил. Да, но я там был. Семечко было в земле, в почве. Поэтому вместо с ростком бхакти прорастает очень много сорняков. Каждый хороший садовник знает. Половина или дальше, даже еще большую часть времени в саду занимает вытягивание сорняков. Но если кто-то не уделит этому внимания, тогда он будет наслаждаться этими сорняками. Но на самом деле это просто небольшие волны в океане бхакти. Нужно нырнуть глубже. Иначе это наслаждение называется тарангарангини, то есть наслаждаться тем материальным, что приходит при помощи бхакти. Гурудев говорит, даже если у кого-то есть сильное желание развиваться духовно, и он занимается духовной практикой, все же сила материальных наслаждений пытается его увести. Приобретение имя и слава, материальное приобретение, положение, слава, поклонение. Шрила Гурудев, Шрила Горговинда Махарадж говорили, что обычно на этом этапе в Исконе люди становятся гуру. Если кто-то не осторожен, тогда он начнет думать: наконец-то люди признали мое положение. Теперь все кланяются мне, все признают меня. Теперь могу наслаждаться. И затем он падает. К сожалению, мы видели очень много преданных. Гурудев говорит, особенно в этот период нужно всегда быть садхусанги. Если не физически, то всегда в уме быть связанным. Гурудев, защити меня. Пожалуйста, не позволяйте, чтобы это все увело меня. Позвольте мне увидеть это таким, какой он и есть. Это все сорняки. Это не плоды моего огромного духовного продвижения. Теперь люди видят, что такой великий святой. Это только сорняки. Пожалуйста, защити меня, не позволь мне впасть в иллюзию этого. Это конец второй главы.